Холод Павел Васильевич, инструктор парашютно-десантной подготовки Сыктывкарского АСК, мастер спорта АСК, авиаспорт-клуба. Мастер спорта, имею 2450 прыжков. Спортсмены приходят, не забывают наш клуб. Все надеются, когда будут прыжки. Ближе к лету, естественно, как правило, у нас оживляется это. Приходят, готовят парашюты к лету. И ждут и надеются на лучшее. Ну и приблизительно, когда мы увидим в небе купола парашютов? Когда? Это зависит от того, когда будет топливо. Если деньги Москва выделит, а мы находимся на бюджете, на Москву, значит, выделяет нам средства Москва, значит, тогда и будут прыжки. Сейчас спортсмены хотят выйти с предложением закупить топливо на свои деньги и, естественно, хоть немножко да попробовать попрыгать. Но топливо очень дорогое. И никакой скидки? Нет, абсолютно никакой скидки. Подготовка самих спортсменов, начинающих, требует не большого количества прыжков, а вот уже средней подготовки, начиная с первого разряда и выше к мастерам, там нужна более тщательная подготовка и прыжки, естественно. Почему? Потому что прыжок длится всего 30 секунд, я имею в виду задержка в свободном падении. И вот за этот короткий период нужно научиться управлять телом в свободном падении, выполнять фигуры. Это требует очень сильных физических усилий, во-первых, подготовленности, собранности. И результат сказывается, что спортсмены, которые проходят подготовку парашютную, естественно, потом они по жизни идут уверенно, себя чувствуют. Если провести такую хронологию, то сейчас наши бывшие спортсмены, ну и действующие, они работают, выбирают себе работу, по крайней мере, там, где работа связана с риском, с такими трудностями, которые нужно преодолевать. Перворазники, которые к нам сейчас приходят, они ведь тоже приходят для чего? Для того, чтобы попробовать, что из себя представляет этот вид спорта. Ведь он манит, небо всегда манило людей. Сейчас у нас есть задумка такая, закупить шар воздушный и устраивать воздушное шоу, чтобы люди видели, чтобы их это тянуло. Молодежь привлекать, детей катать на шаре. Это же прекрасно. Если почти 200 лет назад люди изобрели этот шар, чтобы попробовать, что из себя представляет воздух, подняться, то сейчас мы опять возвращаемся к этому. Чтобы стропы с первого пучка выходили с центра, не сбоку, а с центра. Следующий также. Отмерили, зажали, жестко. У меня вроде в самолете есть это лицо. В прошлом году мы прыгали? Есть. На этой самой, да? Так, в красном шлеме вроде. Может быть. Это куда, на площадь, что ли? Да. На площадь не прыгали, мы стояли, ловили. Ловили, да? Да. Что приземлиться? Бабушка, она, кстати, 2 года не видела. Да? А что баранина? Чего ты не смотрел? Я первый раз собираю. Сюда, сверху. Нормально. Вот мы до конца зашиковали.